Подать заявку впервые и выиграть грант на осуществление своей мечты. У Мухаммада Азиева амбициозный и вместе с тем полезный для общества проект. Ювелирным делом он занимается 5 лет и хочет приобщить к нему всех желающих. Я изъявил желание написать такой проект, который, к сожалению, может и к счастью, не было в республике до этих пор. Это проект ювелирного коворкинг-центра, который пропускная способность которого позволит обучать огромное количество людей, молодежи, подрастающего поколения. Также и проводить работу с детьми, у которых ограничено здоровье, то есть проблемы с здоровьем. Конкурс молодежных проектов проводится впервые в Северо-Кавказском федеральном округе. Участником может стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Главное, чтобы его проект был полезен. Именно с такой идеей и пришел на консультацию в Комитет по делам молодежи Адам Дугиев. Фестиваль возрождения национального убранства, проект, над которым Адам работал полгода. Название говорит само за себя. Я создам площадку для культурно-массового воспитания нашей молодежи путем проведения фестиваля национальных культур. И это побудит нашу молодежь, мотивирует носить наше национальное одеяние – чухы. Направлений в конкурсе 9. Каждая инициатива должна быть полностью расписана и изложена в электронном формате. При этом относиться лишь к одному из направлений. Всего около 100 участников. Работники Комитета по делам молодежи помогают молодым людям с подготовкой проекта, оказывают консультацию и подмечают ошибки. На консультации приходят и дорабатывают свои проекты тоже много людей, но в основном своем это все новые лица. А как мы знаем, с новыми лицами работать достаточно тяжелее, гораздо тяжелее, потому что никто ничего не знает, они все участвуют впервые, и каждому нужно найти индивидуальный подход. Много проектов интересных, много проектов нужных. Сегодня последний день регистрации на ИС «Молодежи России», и вот сейчас ребята собрались, дорабатывают последние свои штрихи, кто-то грузит видео, кто-то грузит письма поддержки, кто-то дорабатывает календарный план, и сегодня все вместе, дружной командой, все они будут отправлять проекты на ИС «Молодежь России». Победителей конкурса молодежных проектов может быть несколько. Предельный размер гранта 500 тысяч рублей. После подачи заявки будет выбран день консультаций, где будут присутствовать как региональные, так и федеральные эксперты, после консультаций с которыми участник сможет скорректировать свой проект и подготовиться к защите. На защиту проектов каждый участник будет выступать перед экспертной комиссией из 3 человек. Для выступления у них есть 3 минуты, когда они могут презентовать свой проект. 2 минуты даются для того, чтобы эксперты смогли задать вопросы, и потом уже будут выставляться оценки. Развитие экономики, политики, культуры, туризма, спорта и практически всех сфер жизни невозможно без участия наиболее активной категории общества – молодежи. Итоги конкурса будут объявлены в июне этого года. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24.